Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Хоккейная сборная России одержала вторую победу на шведских играх, обыграв сборную Чехии в заключительном матче. Счет составил 3-1. У россиян шайбы забросили Александр Кадейкин и Андрей Кузьменко, оформивший дубль. У чехов Томаш Загорна. Напомню, встреча проходила на арене Ховет в Стокгольме. Сборная России с 5 очками занимает второе место, но может опуститься на третье, если шведы переиграют финнов. Для нашей команды эта игра стала заключительной на шведских играх. До этого сборная России по буллитам победила Финляндию и уступила шведам. Чехия заранее гарантировали себе победу в третьем этапе Евротура. Они набрали 6 очков, обыграв Швецию и Финляндию. Четвертым заключительным этапом Еврохоккей-тура станут чешские игры, которые пройдут с 3 по 5 мая в Праге. А на турнире в Люблине российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании. 22-летняя спортсменка стала первой в произвольной программе, и по сумме двух программ она набрала 188,11 балла. Второе место заняла россиянка Анастасия Гуликова. Бронза досталась итальянке Марине Пиреде. Напомню, Елизавета является чемпионкой мира, Европы и победительницей финала Гран-при в сезоне 2014-15. В прошлом сезоне она впервые за 4 года вышла в финал Гран-при, одержав победу на этапе серии в Канаде и завоевав бронзу на этапе в Японии. В финале Гран-при фигуристка стала третьей, уступив олимпийской чемпионке Алине Загитовой и обладательнице мирового рекорда в короткой программе японке Рики Кихири. Первым победителям зимних международных спортивных игр «Дети Азии» вручили медали. Медальная церемония прошла на главной площади Южно-Сахалинска, которая на время проведения игр преобразилась в культурный парк. Отмечу, награждения проводятся на следующий день после финальных соревнований. Так, первые комплекты медалей вручили лыжникам, сноубордистам и шорт-трекистам. Накануне в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров безоговорочную победу одержали корейские спортсмены. Они собрали медали всех достоинств. У лыжников в спринте классическим стилем лучшим стал московский спортсмен Илья Трегубов. У девушек золото в копилку хозяев игр принесла сахалинка Анна Кожанова. А о том, как спортсмены, в частности конькобежцы по шорт-треку, шли к этой победе, смотрите в сюжете Нургуяны Егоровой. Как и предполагалось, корейцам конкуренцию никто не составил. Они финишировали первыми во всех забегах. В какой-то момент лидерам пытались противостоять спортсмены из Казахстана и Уральского федерального округа. Чудо не случилось. За пьедестал сражались только корейцы. В итоге среди юношей не было равных Юну Хан Хонгу, а среди девушек победу держала Юн Джи Ян. Это ее первое золото в спортивной карьере. Очень рада, что удалось победить здесь. Я выступала только у себя на родине и никогда не получала золотую медаль. Даже своих подруг по команде я одолела впервые. Мне этот день однозначно запомнится надолго. Всего в каждом стартовом листе по 33 спортсмена. На корт вышли представители 10 команд. Среди них 4 региона России: Дальний Восток, Урал, Сибирь и Якутия. Российские ребята в целом показывали неплохую подготовку. Шорт-трек во многих регионах России еще только начинает свое развитие, что может послужить оправданием отсутствия высоких результатов. Российские шорт-трекисты все же надеются на более высокие места в следующие дни соревнований. Впереди 3 стартовых дня. Нургуяна Егорова, Александр Ярков, «Дети Азии», Сахалин. Важное спортивное событие прошло и в Якутске в эти выходные. Финал чемпионата республики среди мужчин и женщин по баскетболу. На площадку вышли команды почти со всей республики. 17 мужских и 9 женских команд. Соревнования длились 3 дня, и по результатам всех игр на первом месте среди женских сборных оказалась сборная Якутска. На вторую ступень пьедестала взошли спортсменки из СВФУ. Тройку лидеров замкнули девушки из Хангаласского района. А среди мужчин сильнейшими в первой лиге оказались баскетболисты СВФУ. Во второй лиге сборная Якутска. Звание лучшего игрока турнира завоевала Ксения Рындина из Якутска. В этом чемпионате в этом году приехало, получается, 17 мужских и 9 женских команд. Чемпионат проводит управление спорта города Якутска. Все, соответственно, призы, награды они предоставляют. Как обычно у нас хорошие кубки, медали, ну и призы еще командные. Ну еще они предоставляют также по номинациям лучший защитник, нападающий и разыгрывающий. Это были новости спорта. Всего доброго!